продолжаем наши беседы о пенсионной системе Казахстана. И у нас в гостях удивительная женщина, профессор, в прошлом руководитель Национальной комиссии по ценным бумагам, министр труда и социальной защиты Гульжана Карагусова. Вы знаете, Гульжана Жанписовна, вот что интересно, насколько я помню из наших прошлых с вами интервью, вы еще в дотенговую эпоху начали заниматься фондовым рынком и фондовой биржей. А как вас туда занесло? Занесло. И зачем вам это было надо? Ведь мы тогда, в дотенговый период, даже, в общем-то, и не помышляли, и многие из нас не знали, что есть биржи фондовые, и зачем они нужны. Нам как-то по старинке жилось неплохо. Вы знаете, я ведь тоже и что такое рынок бумаг, и биржу представляла совершенно иной, только по учебникам, по научной литературе. Как занесло в 90-е годы? 92-й год, насколько я помню. Совершенно верно. В 92-м году, защитившись и получив знания профессора, нагрузка у меня была небольшая, но тогда уже не выплачивали деньги до тенге. Тогда еще тенге не водилось. Вот. И я работала везде, куда приглашали. И вот одним из мест, куда меня пригласили, это Берег Бекетаев. С ним еще Берег Баишев работал. Он вдруг пригласил, говорит, вот нашли они меня, вот не поработаете ли вы экспертом-аналитиком на фондовой бирже. Я очень удивилась. Мне это было интересно. Я стала работать. И надо отдать должное Бекетаеву. Он занимался с таким энтузиазмом. Мы ездили в Москву на фондовую биржу. И в Москве он столько литературы мне дал почитать. И мы написали концепцию развития рынка ценных бумаг в Казахстане. Поскольку Берег Бекетаев очень хорошо знал Сергея Александровича Терещенко, мы однажды были приглашены на заседание Высшего экономического совета, возглавлял его Нурсултан Абишевич, зампредседателя был Симбаев, Даулет Хамидович. Даулет Хамидович Симбаев. Да. И Берег должен был презентовать нашу программу. Берег очень энтузиастично, но излагать, к сожалению, не мог так. А я не выдержала. Я поднялась и сказала: Нурсултан Ильич, можно я доложу? И Даулет Хамидович тогда шепчет ему, вообще какие-то девушки-то им пришли, почему давать слово. Но я тоже эмоционально сказала, во-первых, я не девушка, но тут этого хватило, все рассмеялись. Ну и потом я сказала, что доктор-профессор, и изложила это все. Вот вы знаете, хочу на этом моменте немножечко приостановить вас. А вы понимали значение биржи для экономики на тот момент? Бумаг не было фактически, приватизация только-только как бы стартовала, и вдруг биржа, на которой фактически торговать пока было нечем. У нас не биржи, у нас мы говорили о рынке ценных бумаг. Вот и говорили мы это в свете того, что уже ваучеры, которые использовались в процессе приватизации в России, уже можно было видеть их недостатки. И мы на основе анализа хотели, чтобы наша приватизация вот все эти недостатки не повторяла. Поэтому мы предлагали свой вариант, ну там, как называли бы их, это без разницы, но чтобы они шли по таким традиционным канонам рынка ценных бумаг. Чтобы действительно мы могли оценивать наши предприятия, правильно их акционировать и так далее. Вот с этих позиций. Судя по тому, что в 1994 году, насколько опять-таки я помню, президент пригласил вас и предложил заняться развитием фондового рынка, вы многих убедили, да? Как вообще получилось? Президент меня не из-за этого пригласил. Просто я еще раз говорю, куда приглашали, там я и ходила. Излагала свои мысли. Я девушка была тогда непуганная. Вот, и излагала так, как оно должно было. Вас пригласил президент. Это президент вообще в общем пригласил. На одном из таких заседаний, где я тоже представительствовала от работодателя, ко мне подошли два молодых человека и попросили, чтобы я
подошла к президенту. А до этого меня приглашали уже действительно по-честному пару раз, вот, потому что Даулет Хамидович также возглавлял Совет экономических консультантов. Там Мураз Алиевич был, Шукеев был, Жанат Жургалиевна там была, еще многие другие. Я никогда не работала с 8 до 6. Это значит, зашел, и уже никакого приработка быть не может, да? Поэтому я дважды от этого отказывалась. И потом, когда я подошла, Нурсултан Абишевич сказал: ну, если ты такая умная, во-первых, кто ты? Ну, я, говорит, уже знаю, говорит, ты, говорит, профессор, доктор, хотя, говорит, удивлен. Ну, говорит, если ты такая умная, вот, крушишь мое правительство и все, что это. Я говорю, я не крушу, говорила я просто, нет, я просто говорю, что можно было и по-другому. Он говорит, ну, вот так вот, такая умная, давай будем строить страну. И так вот к нацкомиссии подошли, да? Тогда? Нет, о нацкомиссии Нурсултанович вообще не вспоминал. Это потом уже, так как я уже начала Расскажите, как это произошло. работать, Берег Бекетаева говорит, ну, вот что ты же вот сама... Я говорю, ну ты же наш уже не приняли, все равно вот эти пики, они ничего. Ну что, мы зря работали, и он всегда... Ну тогда, когда мы общались, тем более тогда действительно рынок ценных бумаг России уже, ну, какие-то были значительные, уже инфраструктуру они построили. Я тогда говорю, вот, Нурсултан Абишевич, вот рынок ценных бумаг, но надо отдать Нурсултану Абишевичу должное, большое ко всему, и прошлых, и других его достоинств. Вы знаете, он не стеснялся учиться. Он мне давал книги читать, и если что, меня спрашивал. Вот мы сидели, когда у него было время, я ему рассказывала. Он говорит, а как вот это, а что вот это? И я ему рассказывала, тоже показывала. И вот про рынок ценных бумаг я ему тоже рассказала. Он говорит, слушай, это неплохо. А я самое главное ему говорила, понимаете, в чем дело? Рынок ценных бумаг и национальная комиссия-то зачем нужна? Она нужна для того, чтобы вот на финансовом рынке должен быть индикатор какой-то. С одной стороны, а с другой стороны определенный регулятор. Потому что если где-то в банковской системе, на рынке наличности что-то происходит, вот фондовая биржа может это корректировать через стоимость выставляемых продуктов, через акции. Мало того, вы как бы на будущее можете туда инвестировать деньги, помогать этим предприятиям развиваться и так далее. Он заинтересовался, а я говорю, а национальная комиссия, она как регулятор, она должна смотреть, чтобы акционирование, что такое акционирование? Я говорю, это же надо тогда вот все честно. Он говорит, что раздеться догола? Я говорю, да. Потому что как, я говорю, буду вам акционировать, если у вас будут какие-то подвохи? Я действительно должна знать о предприятии, куда я вкладываю деньги, все. Что было, что есть, и самое главное, что будет, что я получу за это, какие это мне выгоды сулит. И действительно, Нурсултан Абишевич всегда увлекался, и он говорил, ну давай. Он учредил национальную комиссию по ценным бумагам, но она тогда была при правительстве. А вы принимали участие в ее разработке? Так вот? Ну, кто еще? Да, мы конечно. С Берегом, да, мы с Берегом. Мало того, там тоже было много оппонентов, но Нурсултан Абишевич говорил, вот мне помощник сказал, вот я согласен. А какие задачи ставились перед национальной комиссией? Мы создавали национальную комиссию вот именно так, потому что уже шла приватизация, и биржи у нас было две уже тогда. Была фондовая биржа Берега Бекетаева и фондовая биржа Берега Баишева тогда. В 93-м году уже две было. Тогда я говорю, вот понимаете, тогда и акционирование легче, коллективная собственность. Это же акционирование, в котором принимает участие члены коллектива. У людей тоже что-то будет. И мы сделали эту национальную комиссию для того, чтобы действительно процессы приватизации и акционирования сделать прозрачными и так далее. Такое было стремление.
А вот как сам рынок ценных бумаг формировался? То есть с чего все Через начиналось? через акционирование предприятий. Когда акционировались предприятия, они приходили в национальную комиссию, показывали свой устав, свои это, и мы говорили, можно было акционироваться или нет. Что это отвечает, что они действительно все раскрыли. И после этого их ценные бумаги, их акции выставлялись на бирже. Первоначально все так и было. В 1996 году вы возглавили потом Национальную Да. комиссию по ценным бумагам. Да. А какие тогда уже задачи стояли? Ну, вроде контуры наметились. И... Активно шел процесс акционирования. Мало того, мы очень много ездили по стране и рассказывали людям, что вот рынок ценных бумаг для них очень важен, потому что на Западе любой рынок ценных бумаг, он в значительной степени, в 70, где 60% состоит из физических лиц. Да, есть такое, да. Мало того, если бы у нас все было так, как должно быть, мы бы с вами свои небольшие средства от зарплаты вкладывали не только бы в единый пенсионный фонд, какую-то недвижимость, но и в акции. И что-то от этого бы потом к старости получали, правильно? Ну, возможно, но сейчас уже... Невозможно, а было бы именно так, как у всех. Да. Как во всех цивилизованных странах, и вы можете в этом убедиться, посмотреть, потому что о старости там не как у нас. Как моя бабушка говорила, значит, ты должна довести старшего ребенка до пенсии, и тогда считать себя свободным. Вот На в чем Западе, секрет долгожития. на Западе не так. 16-18 и спасибо, гудбай, иди. Да. Но зато и своя ответственность, ваша ответственность, что вы свою старость должны обеспечить. Ну да. А надо же в разные продукты, вот там, может, недвижимость, может быть, там депозит, но и акции – это самая долгоиграющая инвестиция. Ну да, там надо будет обращаться к брокерам. Вот тогда у нас был всплеск создания брокерских контор, мы проводили брокерские игры и так далее, и так далее. И многие предприятия, которые акционировались через этот, кондитерская фабрика, еще некоторые. Назовите, Рахат один. я Рахат, он попелюшка вплоть до того, пока говорит, какая, спасибо тебе большое, вот, спасибо, он нас говорит, нечем тебе платить, мы тебе конфетами заплатим. Дети мои были очень счастливы. Это были дивиденды. Нет, это не дивиденды, Нет, это я шучу, оплата за я шучу, что ваши консультацию, дивиденды да. были. И еще этот завод какой-то амортизаторов, еще многие в Восточном Казахстане, они многие пошли через вот это. Во-первых, это защитило их, и Попелюшка говорит, меня защитило от того, чтобы меня кто-то хотел купить все время. Я говорила, пожалуйста, но у меня, вон, видите, вот это все вот у людей надо скупить. И это была своего рода защитная функция. Мало того, потом все равно люди за свои акции хоть что-то получили. Может быть, не такие большие деньги, но это были деньги. Там были акции и были эти приватизационные у нас ваучеры или купоны? Нет, Что это было? это Да. были пики. Пики у нас были. Помните, нам всем Да. выдавали вместо Да. денег, нам выдавали пики. Было У дело. моей мамы до сих пор, вот, в смысле, мы до сих пор сохранили это, мы по ним же ничего не получили. Их не смогли монетизировать, потому что дальше Они рынок... и с самого начала говорили, они не будут монетизировать. Это с самого начала была, мягко выражаясь, очень неправильный путь приватизации. Ну, понятно. Когда вы были главой Национальной комиссии, какие-то, можете вспомнить, чем вы занимались, какие важные задачи были на тот момент, 96-97 год, и одновременно же шла разработка законодательства о пенсионном обеспечении, Нет, к нет? пенсионному нет. Нет, Вот да? именно тогда, когда я была там, мы именно сделали закон о рынке ценных бумаг. Это первый закон был, который... Это первый закон, да, и там в этом законе, ну, учитывая, как во всех странах и как должно быть, было прописано, что национальная комиссия – это независимая должна быть структура, ни от кого. И мне это долго не подписывали, этот закон.
И вдруг в одну из суббот мне звонят и говорят: ваш закон подписан. Потом пришел Григорий Александрович с голубыми фишками. И тогда я сказала: Гриша, я понимаю, что ты умный. Какие голубые фишки у нас сейчас? У нас-то здоровых предприятий нет. Но между тем, и поэтому, а теперь это вообще просто департамент внутри Национального банка. Ну, понятно. У самостоятельного органа все-таки больше полномочий, статус. И всё даже прочее, не да? в этом дело. Если сам орган очень независимый, то и вся инфраструктура рынка ценных бумаг становится такой же. А вы понимали, что для рынка нужны не только ценные бумаги, но не только эмитенты, да, но и покупатели. И вот в этом ключе где-то какая-то работа велась. Я уже говорила, мы, все члены национальной комиссии, объездили весь Казахстан и не единожды. Мы встречались с людьми на предприятиях и просто им объясняли. И вера уже формировалась. А потом этот процесс закончился. Да, вы говорите о физических лицах, но есть же так называемые институциональные инвесторы. Кого вы видели вот в этом качестве? Институциональных инвесторов тогда пока не было. Были иностранные инвесторы. Но иностранные инвесторы тогда приходили совершенно на других условиях. Но то, как формировалась у нас экономика, я была абсолютно уверена, что эти институциональные инвесторы появятся, потому что уже стали формироваться праведными, неправедными путями крупные собственники. И этим собственникам нужно было куда-то вкладывать деньги. Насколько тяжело проходили вот эти законы, ваши инициативы через Сенат, через... Я вот тогда, извините, не было ничего такого. Был такой период, когда еще не было профессионального нашего парламента. Это период между Верховным Советом, это вы помните. Вот в этот период президент сам подписывал закон. Вот это единственный закон, который мы успели написать. Ну и он был подписан, потом я ушла оттуда. Вот смотрите, я хочу подвести нас к пересечению вот этих двух очень важных структур. Фондовый рынок и накопительная пенсионная система, которая зарождалась чуть-чуть позже, чем фондовый рынок. В 1998 году была запущена, да, вот мы отмечаем ее юбилей. После того, как я уже стала работать в Сенате, там как раз пришли Ураз Алиевич, Колпаков, Наталья Артемовна вот со своей вот этой накопительной пенсионной реформой. Я тоже не во многом была согласна. И сейчас жизнь показывает, что это чилийская модель, не сказать, что очень эффективна, да, и сейчас вот мы-то ладно с вами, у нас есть солидарная система. Ну, все в развитии идет. А какое развитие, если третий уровень, который должен был, и мы же сделали трехуровневую пенсионную систему, уже когда я работала министром, и дальше предполагалась ответственность работодателя, ее не ввели. И что будет получать наш молодой человек? Вот уже не мы с вами, а вот здесь сидящие молодые люди. Давайте Базовую пенсию и то, что они накопят, ну это тоже вопрос. И, как вы говорите, рынок ценных бумаг я увидела уже, когда стала министром. Давайте об этом периоде поговорим, когда вы стали министром труда и социальной защиты. Да, он у нас постоянно министерство как-то меняет название, но я правильно, по-моему, назвала, да? А вот как раз система пенсионная остановилась, и наверняка вы были вовлечены в это. Вот какие были ваши предложения, идеи, да? О чем вы спорили, может быть, что доказывали, и что все-таки было реализовано? Ну, вы знаете, я очень благодарна судьбе и очень благодарна Нурсултану Абишевичу, потому что он нас поддерживал. И благодарна всему коллективу, с которым мы вместе работали. Мы когда туда пришли, было тяжелейшее время. Да, можно напомнить, что это было в Да, те годы. мало того, что практически не выплачивалось, но самое страшное заключалось в том, что
пенсии схлопнулись, потому что был период, когда нельзя было их увеличивать, и чуть-чуть повышали только минимальную пенсию. А это стояло замерев. И вот потихонечку получилось, что основная часть населения Казахстана получает только минимальную пенсию. Она же средняя, она же значит, максимальная. Ну и тем более ограничения были, все. И первое, что мы начали делать, это перерасчет. И начали мы его именно исходя из заработной платы, все сами приносили справки с той отрасли, с которой они выходили на пенсию. И если зарплата была невысокая, мы ее делали по средней на тот момент пенсии. Поэтому, да, были люди, у которых, значит, не повысились. Правда, это было очень тяжело. И мои замы, что Гульшара Наушаевна, что Тамара Касымовна, говорит, зачем вы это сделали? Я говорю, надо это пережить. Плюс потом мы немножечко, когда были хорошие времена, подняли ограничитель, который на то время существовал. И солидарная система стала действительно более или менее приемлемой. Плюс, вы знаете, в 90-е годы, да, очень многие вообще не работали. И когда мы вводили базовую пенсию, я ходила к Нурсултану Абишевичу, не сразу, что он сразу меня поддержал. У Нурсултана Абишевича оставался страх. Ты, говорит, вот сейчас мне нарастишь все это, а что будет потом? С бюджетом. Да, мы сможем все обязательства выполнить. И мы очень хороших актуариев, тогда были очень хорошие актуарии в Национальном банке. И мы их привлекли, и они действительно нам рассчитались с определенным ростом, приростом до 2016 года. И вот я пришла к Нурсултану Абишевичу и говорю, вот я головой отвечаю, даже при том, что будут кризисы, и Нурсултан Абишевич это очень не потому, что советские профессора, кризисы всякие, Пророчат, да? пророчат, да, но на самом деле это же экономика, вот. И действительно... Ну так понятно, из-за чего кризис был, это вы Не напророчили? Да, это я. Не было же у государства все время, я сама потом все время сидела на бюджете, мы выполняли все ответственности. Так вот, возвращаясь к базовой именно тогда я говорила, Нурсултан Абишевич, это же все наши люди. Ну вот, представляете, вот они выйдут, накопительной у них нет. Солидарная практически маленькая, потому что они последние 80-е и 90-е не работают. А на что они жить будут? Ну как? Я говорю, а вот так, это же наше, и где ответственность государства? И вот тогда пытались многие назвать это демогрантом, мы назвали базовые, а народ назвал это назарбаевскими. Президентский. Нет, именно назарбаевскими, да, они это говорили. И тогда в той программе углубления социальных реформ мы планировали, что к 2016 году это будет 2 прожиточных минимума. Ну, хоть чтобы это не богато, но хотя бы хлеб с маслом, чтобы у тех, кто не работал, был. В той же программе мы впервые, так как демографически умирало больше, чем рождалось. И вот тоже внедрили все эти выплаты для детей, которые сейчас имеют. Это тоже сделали мы в свое время. Поэтому, вы знаете, мне как-то не стыдно за все годы, 30 лет, которые я в госслужбе проработала. И вот даже вчера 2 дедушки говорят, о, это же министр. Я думаю, вот меня по-другому никто не запомнил.